9 мая 1956 года. День Победы. Так выглядел этот день в Москве 11 лет тому назад, 9 мая 1945 года. Победа была завоевана рука об руку с боевыми товарищами, союзниками. Она принесла немеркнущую славу советским воинам. Неувядаема память о героях, павших в боях Великой Отечественной войны. Они отдали жизнь во имя счастья наших детей, во имя мира на земле. Делегация французской социалистической партии, гостящая в Москве, выразила желание побывать в одном из полков гвардейской Таманской дивизии имени Калинина. Членов делегации интересовало многое: и быт солдат, и срок службы в советской армии. На все вопросы, а их было немало, гости получили исчерпывающие ответы. Как проводит свой отдых советский воин? Здесь, например, увлекается игрой в городки. А вот другое развлечение, в котором принял участие и член делегации Андре Филипп. На этом самолете полярной авиации вернулись домой ленинградцы, участники дрейфа научных станций «Северный полюс-4» и «Северный полюс-5». Пурга, льды, жестокие штормы и тревожные арктические ночи — все это позади. Проведена большая и трудная научная работа. Впереди заслуженный отдых. Это Новобакинский завод, одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Азербайджана. Почему здесь так безлюдно? Технологический процесс переработки нефти на этом заводе автоматизирован. Старший оператор, наблюдая за приборами, точно поддерживает заданный режим. В 6-й пятилетке на заводе будет налажено производство спирта и заменителей жиров. Южный берег Крыма. Этими местами любовались Чехов, Толстой. Здесь часто бывал Максим Горький. Недавно в Ялте состоялось открытие памятника великому пролетарскому писателю. Вспоминаются слова молодого Горького. «Я шел в немом восхищении перед красотой природы этого куска земли, ласкаемого морем». Махмуду Айвазову исполнилось 148 лет. Биюк-баба, большой дед, так называют его односельчане. Старейший колхозник Азербайджана награжден орденом Трудового Красного Знамени, а правительство республики назначило ему персональную пенсию. Дедушка Айвазов стал в этот день почетным пионером. Махмуд Айвазов бодр, здоров и продолжает работать в своем колхозе. Роза — слава мира. Орхидея. Меденилла великолепная. Много чудесных цветов увидели посетители на этой весенней выставке в Москве. В ней приняли участие и садоводы Голландии.
Вот их цветы. Орхидея, особо редкая. Стрелиция. Голландские и советские садоводы предполагают установить обмен декоративными растениями. Хороша весна в Сухуми. Рады теплу и солнцу обитатели этого питомника. У шимпанзе Томми сегодня особенно благодушное настроение. Томми любит сладкое и чувствителен к ласке. Заботливые мамаши ни на минуту не оставляют без присмотра свое потомство. Но есть в питомнике и малыши, оставшиеся без родителей. Они воспитываются в здешних яслях. В Москве успешно гастролировали зарубежные артисты. Уругвайская певица Вирхиния Кастро. Аргентинская гитаристка Мария Луиза Анидо. В Берлине, в районе Альтклиники, был обнаружен подкоп к линиям связи советских войск и к линиям связи Германской Демократической Республики. Под землей на глубине 4-5 метров было оборудовано помещение для подслушивания телефонных разговоров. Здесь от кабелей советских войск сделаны ответвления. Для записи переговоров применялся магнитофон, телефон американского происхождения и ложная надпись по-русски. Тоннель ведет в американский сектор Берлина к зданию, построенному американскими военными властями, откуда велся подкоп. На дорогах Австрии можно увидеть такой туристский автобус с прицепом. Требуется несколько минут, чтобы с удобствами расположиться на отдых. С добрым утром! А после завтрака снова в путь. Варшавский стадион. Здесь был дан старт 9-й велогонки мира по маршруту Варшава-Берлин-Прага. Первый этап трассы проходит вокруг Варшавы. Здесь сразу же началась острая спортивная борьба. В гонке соревнуются 144 спортсмена, представители 24 стран. На первом этапе лидировала итальянская команда во главе с Дино Бруни.